Если есть вопросы, пожалуйста, ответьте. Востребован будет? Нет, тут все участки распределены. Все участки распределены. Строительство домов ведется по нескольким программам, как по программе «Зеленой российской семьи», Министерство строительства Республики провел конкурс и Володя Амантов, я стал застройщиком, и на сегодняшний день должен построить 70 домов, то есть должен ввести в этом году 5000 квадратных метров. Но это все за бюджетные деньги, да? Нет, Правильно? кредит. Люди получают кредит. У нас есть банк, у нас один банк называется. В года проценты 9,5. А сколько всего квадратных метров предполагает здесь вести жилье? 34 тысячи. Есть квартиры. Ипотечные корпорации китайцы работают. Нет. Строительство, как я сказал, идет по нескольким направлениям. Вот, у нас в республике эта программа работает не через фонд. Там я сказал совместно с Алмаз-Банком, нашим банком. Второе направление обеспечения жильем молодых семей. В этом году строится 10 домов. И вот по программе строится родительских территорий. 12 домов. Сколько квадратный метр стоит? Квадратный метр по программе «Зеленой российской семьи» наши 2250 рублей. Это полностью получил метр. Кредит до 70 лет. А 70 лет? До 70 лет есть исполнение гражданина. Да. Ну, может быть, 10-15. Понятно, сколько возраст позволяет. Да, сколько возраст. 50-20 лет. Если в 25 лет сделать. Мы по запросам разработали проектно-сметную документацию школы САД на 925. Только поменяйте вот примерно В этой линии Каких средств вы в планируете? прошлом году мы хотели попасть в программу стимулирования Табанный жилищного капситор строительства. он нагадил. Не получилось, надеемся на будущий год. Или вот Да, ага. тоже в случае родительского. Бастан беди. Сколько средняя зарплата по району? Средняя зарплата 15. Первый литература где-то. Мин быть кисло. Наше население продолжительность жизни 72 года. А сколько вот они по квадратным метрам дома здесь, насколько рассчитаны? Разные, от 54 до... Ну, 15 тысяч средняя заработная плата, соответственно, как банк идет навстречу, залог дом берет? Да. Залог дом часто. Понятно, что 15 тысяч-то он не пройдет, Залог если семья. берется и участок сам, и дом. Не понял. По программе «Жилье для российской семьи» на квартиру а так по... Да, Неплохо стадион. Там только Антоникольская. Если по средней заработной плате у нас по району 36 тысяч рублей, а по сельскому хозяйству 20 тысяч рублей. Если вы хотите участвовать в программе устойчивого развития сельской территории, я имею в виду общеобразовательную Забираем здесь. Школа сад. смотрите с проекта.
в республике работает много программ, и одна из основных программ это республиканская программа, и здесь по программе строим объекты социальной сферы. Школы, сады. Ежегодно со своего бюджета республики вводим 10 школ. Мы сегодня посидим и расскажем, какие программы имеются, сколько строим. Помимо этого есть у нас такая программа, как общереспубликанское движение «Добрый дел» называется, «Моя Якутия 21 века», которая работает уже 16 год. По этой линии строим объекты социальной сферы, объекты, строим школы, детские сады. Конечно, школы не на 120 мест учащихся и больше. И получается до 80 мест мы строим по программе по данной программе. Где 60% это бюджет, региональный бюджет, и 40% это трудовое участие, плюс деньги муниципальных районов и пожертвования местного населения. Мы посетим объект и подробно расскажем про данную программу. Водовод поверхностный здесь планируется? Нет, водовод проведен, построен, она подземный, 40 сантиметров, и она зимой не пластиковые трубы, которые 50 лет может лежать под землей. И... Утепленный или? Не, простой, летний. Его не разорвет зимой? Не разорвет. Сливают, продувают и чистят. А зимой на подвозе, да? Да, зимой на подвозе. У нас вечный мерзлота, и потом оттаивает только 1,5 метра максимум. И зима она наоборот. Коллеги, какие есть вопросы у вас? Сразу. И система колодцев здесь не работает, да? Просто колодцы не работают. Ну, то есть канализации тоже в домах не будет? Канализация в домах будет автономная. Автономная. Воду с реки качаете, да? Летом, да? С реки. А зимой? Подвоз водой. Нет, водоотведение на это дает. Автономная. А участки сколько соток? В каждом доме, От 10 соток до 16. в каждом доме емкостя для воды и сетки Это автономные, Якутия. и благоустройство комплекса автономных получается. Зеленые водопроводы. Ну, у вас бани же у них вот, предусмотрены. когда стоимость выше, Бани. сейчас это Вообще страшно. только водопровод. Вот наши услуги, да, на 1 января 2017 года имеется крупного рогатого скота 2200 голов, лошадей 2800 голов. А сено где хочется что-то? Сено у нас острова, выполнены участки. В основном острова и вот Хватает? хватает. Еще остается продавец. А общее население? У нас муниципальное образование 3 населенных пункта, и вот это центр села Паны, также имеется 2 села Графский берег и Сов-деревня. Общее население 3015 человек. Сельским хозяйством Район, занимается получается, или 12 сельское хозяйств, это фермерство и сельхозпредприятие. Также вот в квартале Озерной 26% участка предоставлены нашим крестьянам. Площадь от 10 до 16 соток. Это зависит от, например, вот охранная зона, газопровода, электроэлектролиний. А раньше, в 60-е годы, по 40 соток подавали. Поэтому почти центр где, да. Но работают в основном дома личное подсобное хозяйство, да? Да, личное подсобное Работы-то хозяйство. нету предприятий. Нет, почему? Вот мы сейчас собираемся создавать большие предприятия сельхозхозяйственные. В связи с введением квартала зоны, тут надо организовывать новые рабочие места, новые производства. И вот на этой местности, вот чуть дальше, собираемся организовывать агрохолдинг. И в поголовье там будет более 1000 голов.
Дойная стада, да? Дойного более 1000. У нас сейчас в настоящее время фермеры, ну, одно из больших, мы считаем, хозяйств, у нас имеется хозяйство Киргизстан, называется это, глава Дмитрий Захар Васильевич, у него 140 голов рогатого скота. И вот на Шайдине занимаются очень многие хозяйства, имеются хозяйства, имеющие более 100 голов. Если хотите, можете попить водички. Так, ну, спасибо. Дальше идем. Я хотел сказать, что население Хатынары около 3, ну, больше 3000 человек, да? И на учете стоят где-то 400 человек стоят, да? На безработице? Не, на учете нуждающихся в лечении жилищных условий. Жилье? Да. Безработные есть у вас? На снеге безработных 170 человек. А многодетные здесь получили где-то 114, да? Вот с этой стороны участки предоставлены многодетным семьям. 115 семей получили участки. Вот ресурсы у нас сейчас вот строятся. Будут строить? Не будут строить Или продавать будут? Будут ждать продажи, конечно. Так, Хатынгары это в переводе березовый островок. Березовый островок. Хатынгары. И еще от населения еще есть, имеется, нуждаются тоже в устройстве 3 квартала по Хатынгары. И поэтому вот потребность такого квартала, ну, как участков, именно проведения газификации, электрификации, вот такие много больше, очень большая. По району у нас около 33 квартала. Снега зимой много выпадает? Снегу, конечно, почти это 70-80. Ну, по сравнению с центральной Ну, ладно, как Россией, чистить будете немного, зимой? немного. Примерно так же. По сравнению с северами немного. Так, ну, все, спасибо, Юрий Никитич. Работаем дальше. Садимся в автобусы. Протяженность электролинии составляет 20 километров, газопровода 16 километров, вертикального летнего водопровода 13 километров, дорога с асфальтовым покрытием 8 километров 700 метров и 8 километров грунтовым покрытием, твердым покрытием. Строительство домов в квартале идет по 4 направлениям. Вот так, по программе «Жилье для российской семьи». Конкурс Министерства строительства выиграл ООО «Диамантов», и в этом году должен вести 5000 квадратных метров. Также строительство ведется по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году строится 10 домов. И по программе обеспечения жильем молодых семей также 10 домов в этом году должны ввести. И население строит своими силами. Участки составляют примерно размер от 10 до 15 соток. В зависимости от охранных зон газопроводов, электролиний и так далее. Население муниципального образования составляет 3015 человек и является одним из больших в Намском районе. Озерные 20% участков распределены нашим сельхозтоваропроизводителям. Также участки получили бюджетники и участники программы «Жилье для российской семьи». Вопросы есть, товарищи? Можно местный бюджет, тут написано 80 миллионов рублей. 8 миллионов это не бюджетные источники. Местный бюджет это районный бюджет, около 100 миллионов рублей. А вот с чего бюджет формируется районы? Это местный бюджет, районный бюджет. Это районный С чего бюджет. формируется?
Ну, в основном район дотационный. Дотационный, да? Да, в основном Дотации дотационный. бюджета региона дотации. Каждый год по 35 миллионов рублей мы Где-то у районов, как правило, доходная база это 5-10% от всего районного бюджета. Да, вот. Остальная часть возмещается в виде дотации с регионального бюджета. Еще вопросы есть? 20% сельхоза сказали, раздали, да? Земельных участков. Каким образом? Мы с нашим участникам программы, вот, например, в случае сельских территорий, передали бесплатно без аукциона, без торгов. Сельхоз? Да. Работникам сельхозхозяйства? Да. Да? У вас есть какой-то региональный нормативный акт? Ну, региональные нормативные акты, вот, есть земельный кодекс республики, есть земельный кодекс Российской Федерации и вот свои нормативные акты. Еще вопрос есть? Стоимость квадратного метра вышла какая? Квадратный метр жилья составляет 22 250 С рублей. коммуникациями? А? С коммуникацией? Да, полностью благоустроенный дом. 20, где-то 22 в среднем 000. 20 тысяч рублей квадратный метр. Это стоимость жилья в сельской местности. Конечно, стоимость квадратного метра жилья в городе Якутске колеблется от 80 до 100 тысяч за 1 квадратный метр. По программе жилья российской семьи стоимость квадратного метра не должна превышать 35 тысяч. Ну вот. И в целом вот этот проект у нас реализован. Сейчас значит, население должно застраиваться. Все коммуникации, инфраструктура подведена. Единственное на сегодняшний день для нас вопросом является то, что массовое здесь заселение будет. Массовое заселение. Поэтому вопросы обеспечения занятости. В принципе, они все имеют работу, да, но с каждым годом уже население будет расти, поэтому нам необходимо уже думать на перспективу, каким образом мы их будем трудоустраивать, какие новые рабочие места создавать и так далее. Этим вопросами сейчас уже надо заниматься для того, чтобы в будущем решить те или иные вот такие, которые могут возникнуть такие трудности. Поэтому сейчас работа в этом плане проводится. Но, коллеги, если нет вопросов, обратно садимся в автобусы и едем обратно в районный центр. Который программе.